Алғыс айту күні мәні де, мағынасы да зор жаңа мереке. 2016 жылғы Қазақстан Халқы Ассамблеясының кезекті сессиясы барысында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күнін алғыс айту күні деп жариялаған болатын. Бұл мереке сан түрлі ұлт өкілдерін бауырына басқан қазақ халқының мейірімділігін бейнелейді. Көктемнің алғашқы күнімен тұспа-тұс келетін алғыс айту күні бірлік пен достықтың жарқын мерекесі. Бұл күні қазақстандықтар ата-бабаларын еске алып, ата-аналарына, мұғалімдеріне, зейнеткерлерге, ардагерлерге бір-біріне құрмет көрсетіп, ризашылығын білдіреді. Алғыс айту күні қарсаңында Қостанай облысының Қазақстан Халқы Ассамблеясы әрбір отбасына денсаулық пен амандық, бақыт пен ашық аспан тілейді. День благодарности в Казахстане – праздник, наполненный особенным смыслом и духовной радостью. Он появился благодаря инициативе Елбасы, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева в 2016 году. Тогда на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Елбасы отметил, что было бы справедливым День образования Ассамблеи народа Казахстана 1 марта ежегодно отмечать как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей как родных, ведь это еще больше сблизило нас. Вот уже 6-й год этот день является ярким примером милосердия, дружбы всех казахстанцев. В этот день принято вспоминать своих предков, благодарить родителей, учителей, пенсионеров, ветеринаров друг друга. В преддверии Дня благодарности Ассамблея народа Казахстана Костанайской области желает здоровья и благополучия каждой семье, счастья и мирного неба над головой. Василисе Васильевне Ким скучать некогда, дел громадье. Нужно подготовить инвентарь для скандинавской ходьбы, обсудить с подругой планы на вечер выпускников, подогреть блины для гостей, которые пришли узнать о том, как ее семья попала в Казахстан. Первым делом угощение, по хорошей казахской традиции гостеприимства. Теперь и к истории можно обратиться, ведь рассказать дочери спецпереселенцев действительно есть что. Дальневосточные корейцы были первыми из народов СССР, испытавшими на себе всю жестокость сталинских репрессий. В 1937 году более 170 тысяч корейцев были высланы в Казахстан и Узбекистан в целях пресечения японского шпионажа. В 1937 году в августе месяце приходит извещение, значит, всем оповещали, что готовьтесь к отъезду. Люди опешились, думают, на каком основании. И стали в каждый дом приходить тройка. Это милиция, НКВД и срайкома. Вот. Тройка вот это ходила. По домам приходит и предупреждает в течение 2 дней, чтобы были готовы к отъезду. Ну и люди спрашивают, на каком основании, почему такая спешка? Ну тогда же была немножко война с Японией. И тут с Германии начинается, а там еще Дальний Восток, японцы начали. И вот они под предлогом, мол, вы похожи на японцев, чтобы не было вот шпионажа или прочего, поэтому, мол, вас забирают, срочно убирают. И вот в течение 2 дней, что самые необходимые, ну, вещи и вот это, продукты на дорогу немножко, и все. Дома, хозяйство, все оставляли. Но они сказали, как приедете по месту, значит, прибытия, вам дадут деньги. Насчет дома, насчет этого. Ну, кто там, кому даст. И вот нас погружали товарные вагоны, в которых скот возят. Там ни стеллажей, ничего. Вот на полу вагон, с этой стороны 10 семьи, с этой стороны 10 семьи. Вот так расположили их. Там и пожилые старики, и дети новорожденные, всякие же были. И вот ехали, сказали, по дороге будет нас обслуживать медицина, но никакого обслуживания не было. Дорога длинная, это же товарняк медленно ездит. И вот по пути от голода, и от холода, и от болезни пожилые умирали,
Дети малые умирали, кормить нечем было. И что делали? Вот с собой что-то было, там кусочек хлеба, тряпочку заворачивали, вот мать нажует своими слюнями, получается, и ребенку вот тряпочку завернет, как соску, и давала. Вот так ехали. А потом, значит, у кого слабый организм, дети умирали, и пожилые также умирали. Пожилых тут же, если какое-то время определенное, останавливались на несколько минут. В это время они циновку заворачивали, ребенка тряпочку, и тут же, выходя с вагона, хоронили и дальше ехали. И вот так мы попали в Казахстан. Приехавших корейцев встретила степь и холодная осень. Людей в Кустанайском крае, куда привезли семью Ким с 3 детьми, было мало, так же, как и жилья. Размещали прибывших в клубах и на скотных дворах. Иным и этого не доставалось. Так, значит, хозяин умудрялся, вот бывший муж, сват покойный, он что сделал? Выкопал землю глубиной метр и больше. Потом туда глиняный этот кирпичик форму отливал, а потом перекаливал вот это, и она как красный кирпич получился, желтой глиной. И вот он лежанку выложит, лежанка, а лежанки там так же, как вот печка, колодцы имеет. На этой лежанке тоже вот так развилка, колодец идет. И вот на этой лежанке все спали штабелями. Мебели не было. И вот, а потом он вот так крышу сделал, накинул кое-что. И то камыши там вот росли, камыши нарубят, и вот крышу пока там сделал, и получилась маленькая землянка. Вот так и жили. Отец Василисы Васильевны в свои 32 года на Дальнем Востоке уже был председателем колхоза. Поэтому прибывшему в Казахстан грамотному специалисту сразу же нашли работу. Но вскоре отца посадили на 10 лет, как растратчика. Его сослали в Караганду, где он и умер. Сразу после суда над отцом 7-летняя Василиса заболела тифом. Спастись помогла только казахская земля. Когда старшая дочка пока живая была, ей было тогда 12 лет, брату 9, мне 7, а младшему год. Вот без отца мы остались. И вот старшая ходила, то травы, вот свежие, весна настанет, все травы это собирала, салат делали, суп варили, потом полынь, есть разновидность полыни, тут много разновидностей полыни, а вот один вид, она интересная, сверху зеленая, а тыльная сторона сизая, каким-то налетом вот такой. Вот этот родители знали, вот поэтому вот эту траву собирали, полынь. Соберем с отрубями, перемешаем, и зеленые лепешки пекли. Вот так ели. Ну и получилось, что мы все эти травы собирали, они все лечебные. Благодаря, видимо, этим травам мы выжили. Жизнь без отца была сложной. Мама без выходных трудилась на полях. Старшего, а потом и младшего братьев забрали в армию. А Василису, которая на тот момент уже отучилась на агронома, отправили по распределению в другой совхоз. Там пришлось работать чисто в казахской компании. Дружба началась сразу же. Вместе работали, вместе отдыхали, даже учили ездить на лошади. Так Василиса Васильевна проработала 2 года и вернулась в Кустанай. Одинокой маме нужна была помощь. Здесь и прошла ее трудовая жизнь. Здесь она вышла замуж и родила сына. Сегодня Василиса Васильевна много времени отдает совету ветеранов, помогает многим корейцам в вопросах реабилитации их родственников, активно сотрудничает с корейской общиной. Община появилась, но благодаря Назарбаеву вот эти общины были созданы, вот все дружба народов. И тут, смотрю, уже действительно каждая национальность заинтересовалась и стала свою культуру восстанавливать. И это
более интересно стало. Начали привлекать людей, привлечь на всякие мероприятия. И действительно, и людям было приятно, и свое национальное восстанавливали, и старались участвовать. Василиса Васильевна считает, что такая свободная жизнь стала возможна благодаря казахам, которые в непростое время политических репрессий, несмотря на собственные лишения и трудности, помогли высланным народам обрести новую родину на своей земле. Конечно, мы приехали сюда, говорю, благодарны казахскому народу, Республике Казахстан, потому что они гостеприимно нас приняли, и мы не чувствовали себя одинокими. Мы раскрепощены были, и если сравнить с другой национальностью, которые приезжали после нас, их заставляли регистрироваться каждый день, ходили на регистрацию, на проверку, а мы нет. Вот. То, что нам дали добро организовать колхозы, в колхозе работали, дисциплина была очень строгая, каждый рабочий, работоспособный должен был работать, не пропускать, как сейчас делают прогулы. Этого не было в то время. И вот эта хорошая дисциплина, приучение к труду, люди были очень добросовестные и работали. И даже во время войны, когда была война, вот это все, то, что продукцию выращивали, отправляли на фронт. Не только овощные продукты, и мясо, молоко, яйца, все это надо было сдавать, и все отправляли на фронт. На фронт в то время где-то 80 вагонов было отправлено с Кустаная, вот, продукция. И вот это все для солдат, воевавших. Это варежки, шили, телогрейки, носки, вот это. Все отправляли на фронт. И несмотря на то, что было тут разные национальности, но мы жили дружно. У нас свободно, не как современные, ни изгороди, ни замков не было. Да и действительно брать было нечего, нищета. Вот, но все равно народ был намного дружнее. И вот жили. И благодарны, конечно, Казахстану за то, что нас так приняли. И мы без различия национальностей в дружбе и согласии жили все эти годы. Поэтому для нас является Казахстан второй родиной. Мен Лимар барлық қазақстандықтарды, қостанайлықтарды 1 наурыз алғыс айту күнімен құттықтаймын. Бірнеше ұлт өкілдері бір шаңырақтың астында тату тұрып жатқанымызға еліме алғыс айтамын. Еліміз өркендеу үшін бәріміз жұмыла ат салсайық. Құрманғазының күйі Байжұма.
Вот так, под звуки знаменитого казахского кюя, исполненного на русской домбре, принимает гостей многонациональной семьи Русман, где переплелись немецкие, русские и ингушские корни. В этом доме музыкальным слухом обладают почти все, а талант этот передается от главы семьи, которого, к сожалению, уже нет, Виктора Маркусовича Русмана. В 1962 году нас пригласили, как активистка, комсомолка была, в воинскую часть на концерт. А после концерта были танцы. Вот там я и встретила своего Русмана. А он был ведущим. Он хорошо же пел. Божий дар у него был. И он ведущий на сцене. Я смотрела этот концерт. И у меня что-то внутри ёкнуло. Это мое. Вот, как будто я его давным-давно знала. И после концерта начались танцы, он подходит ко мне. Видать, у него тоже какое-то притяжение. Вот так мы встретили друг друга и прожили с ним 53 года. Виктор Маркусович связал свою жизнь с военной службой, поэтому за годы совместной жизни супруги много где побывали. В Прибалтике, Калининграде, Смоленске. Вместе строили БАМ, жили в вагончиках, а потом и в построенном собственными руками передвижном домике на санях. В бешеном ритме жизни военнослужащего родились и выросли двое детей – Елена и Геннадий. А когда в 1985 году Виктор Маркусович вышел на пенсию, приняли решение вернуться в Казахстан. Объяснение главы семьи было простым. А он говорит, там мои друзья. Мы с Тамарой решили, мы едем туда. Они меня во время войны приняли,
семья, но он им не объяснял там. Это я сейчас расскажу, кто принял. И говорит, я им обязан своей жизнью. С семьей Нуржановых, спасших депортированных немцев, Тамара Ивановна уже была знакома. Именно к ним, жившим в Федоровском районе на втором отделении поселка Степной в 1941 году, попала семья Русман. Добродушная семья на протяжении всей зимы делила крышу и еду с приезжими, а весной помогла построить свою землянку. В 1963 году во время своего очередного отпуска Виктор Маркусович привез супругу к Нуржановым. Когда у нас родился первый сын, он меня водил, казахскую знакомил, в казахской семье с семьей Нуржановых, и сказал, вот эта вот семья нас сохранила, дала уют, дала тепло во время войны, когда их депортировали в 1941 году сюда. Были и голодные, и холодные, и помогали они землянку строить. Вот. И он меня знакомил с ними. Но он назвал русское имя, его было Гаврила, а ее русские звали Зоя. А натурально казахское он был Иртуган и Балдила. Вот. И была у них бабушка. И мы с этим маленьким ребенком все втроем пошли знакомиться. Повел, что вот это моя жена. А во время вот, детства он играл тоже с ихними детьми. Вот этот Иртуган его помнит. Иртуган – это внук. Он играл с ним. И землянку строили, и помогали они. Ну, в общем, выжили во время войны. Во время этой поездки бабушка Нуржановых подарила Тамаре Ивановне браслет. С ним она не расстается уже более 50 лет. Браслет не украшен дорогими камнями, сделан не из золота, но даже на сокровища царя Соломона она не поменяла бы свое медное украшение. Мы родили Гену и поехали сразу показывать и матери ребенка, и он у нас плакал всю дорогу. Мы не могли, в поезде плакал. И сюда приехали, плакал. Мне подарила вот эта вот старая мать Иртугана, старая бабушка, пожилая. Уже сейчас и Иртугана нет, и Зои нет, остался только внук. Она подарила вот этот и говорит, я дарю тебе этот браслет, храни, он казахский. Он тебе поможет. Вы знаете, я не знаю, что случилось, но ехали, когда мы домой на службу в Смоленск обратно, ребенок наш молчал всю дорогу. И вот я с тех пор так и ношу его. Этот браслет, это память. Он со мной прошел всю жизнь, с 1963 года по сей день оберегает меня. Вот этот оберег мне бабушка дала. Или, может, она какое-то заклинание с ним сдала, или не знаю, но он меня бережет. Вот я в больнице никогда не лежала. Заболею, тут же вспоминаю бабушку, тут какая-то сила, не знаю, вот что-то да есть. Тамара Ивановна говорит, что Виктора Маркусовича всегда тянуло в Казахстан. Благодарность людям, которые бескорыстно от всей души помогали его семье выжить самые страшные годы репрессий, перевешивала возможность жить где-то еще. Именно казахскую землю он всегда считал своей родиной. Он благодарен вообще казахской земле. Он поэтому по национальности немец, и его казахи приняли. Его казахи обогрели во время войны. Ему дали корм, помогли с жильем. Вместе с казахскими детьми, которые помогали месить кизяк, строили эту землянку. Она простояла до 1963 года.
Мы с Виктором заходили в эту землянку, когда мы приехали, когда он меня привез знакомить с Нуржановыми, мы заходили в эту землянку. Там как вот было у них пол, кизяк, но он такой блестящий был, как будто чем-то натертый. Я вот даже удивилась, что такой пол. В общем, охраняли. Может, думали, что Виктор приедет еще сюда, вернется в эту землянку. Но потом немцам построили домики. Вот мы уже на следующий год или через год мы приезжаем, уже немцы жили в домиках. Все-таки казахи помогли. Виктор Маркусович очень любил петь песни на казахском языке. А его знаменитая «Катюша», которую он исполнял на русском, немецком и казахском языках, была его настоящей визитной карточкой. Сегодня его музыкальное дело продолжает внучка Залина. Она виртуозно владеет домрой и сейчас учится в консерватории. Внук Джахар выбрал спорт. В его комнате целый музей спортивных достижений, всюду кубки и медали за участие в соревнованиях по кикбоксингу. Все, что сегодня имеется, стало возможным благодаря правильному выбору деда в 1985 году. А жизнь с благодарностью в сердце обречена на настоящее счастье. Азаттығымның айғағым, желбіріп тұрған байрағым, береге тұнған Атырау ауылдай аймағы, асқақтап тұр бүгін елдің айбары. Мақтаннан бастауы сезін азат күн, арайлы кен аспанын ердің қазақтың, туған өлкен сендей жер табамын қайда, көбінде сенің қанатымды жайған. Қазағым, қазағым, өзің жайылып мәңгі ән жазамын. Қазағым, жаным қазағым, бар байлығым сен.
В доме Батыровых по-привычному тепло, уютно и многолюдно. Вкусно пахнет обедом. Эта хозяйка дома, Лидия Идрисовна, готовит угощения для гостей – ингушские галушки. Они очень похожи на казахский бешбармак. Тоже упругое тесто, ароматное свежесваренное мясо, насыщенный бульон в пиалах. Каждый может добавить к блюду что-то по своему вкусу. Кто-то любит соус с терпким чесноком, кому-то нравится душистый черный перец. Обед по традиции завершается чаепитием. Здесь, в поселке Приреченка Денисовского района, особенно любят вкусный чай Лидии Идрисовны. Вот уже почти 60 лет она готовит его для гостей и своего супруга, Башира Магометовича. Многие годы морозными вечерами именно этот чай грел душу и сердце седого войнаха, чьи предки были лишены самого главного – Родины. 23 февраля 1944 года в ходе спецоперации «Чечевица» из Северной Осетии семья Башира Магометовича, как и тысячи других чеченцев и ингушей, была насильно выслана с родных земель в казахские степи. Маленькому горцу тогда было всего 3 года. Утром собрали все мужское население выше 10 лет. 11 лет пацаны, 15 лет пацаны и всех мужское население в мечеть до единого. А женщины, девчонки, это все дома. И там объявили, сейчас вас железнодорожный вокзал повезут. Ну, там то ли дорогу строить, вы скоро вернетесь. Вот такое, чтобы шум не был, гам, резня не было. Ну и сразу проверили у каждого, что бы там ни был, нож был, или у кого-то пистолет был, у кого что, все это очистили. И их на вокзал. Машин, говорит, было не видно, откуда эти машины, и грузинские номера, какие только машины не были. Загружали. Семьи привезли. Вокзал был переполнен. Люди не понимали, куда, зачем, а главное, почему их увозят с родной земли. Многие тогда не смогли встретиться с родными, чтобы быть в пути вместе. И так посадили, там пульман, 60-тонные вагоны, на углу хлеб пекти место, печурка, посередине простыня, туалет. И мать говорила, с 23 по 15 марта, она там полметра, сидя места не было, лежать места не было. Полный забитый верхний этаж, второй этаж, третий этаж, плотно забитый. И самое было плохо то, что останавливают, где вода не наливает, паровоз что-то был. Открываются, труп есть, женщин по-русски не знаем, туда-сюда. Раз, есть запах. Внизу, вытащили труп. 4 человека с автоматами. Двери открыли. 2 с одной стороны, 2 с другой стороны. Труп выкидывали. Не принимали труп с вагона, а выкидывали. В нечеловеческих условиях в войнахе провели почти месяц. Этот путь по железной дороге в суровую зиму стал настоящим испытанием для людей. Садясь в вагоны, никто из них не думал, что эта поездка обернется страшной трагедией, ведь сотни горцев ее просто не пережили. А тем, кто добрался до места, предстояло обрести новую родину. 15 марта 1944 года 3-летний Башир вместе с большой семьей, где кроме него было еще 8 человек, прибыл на 63-й разъезд, ныне станция Заяцкая. Их и еще 32 ингушские семьи расселили в казахские, немецкие и русские семьи, проживавшие в селе Калиновка. 15 марта развозили по всем и подселяли. Тут жили немцы, казахи, русские национальности, много национальностей. К ним на квартиру подселяли, потому что это же был февраль, холодный месяц, март тяжелый. Это потом уже летом они там кто землянку построил, кто что. А самое плохо было, что нельзя было 5 километров отъехать. 25 лет готовых, без суда следствия.
на Рекизовский район тебя отвезут, оттуда на лошадях на Тобол, с Тобола на Кустанай. И в тюрьме встречается, ты за что сидишь? Ну, отъехал, нарушил закон. Без суда следствия 25 лет, 25 лет. Прибывшие репрессированные чеченцы-ингуши приняли удар судьбы стойко, но не без помощи местных жителей. Старейшины на собрании поселка решили делиться с соседом всем, что имеется, и помогать тем, у кого нет ничего. В каждой семье, если нет ужина, каждый день обходил человек. У тебя как? Есть на 2 дня кушать, а у тебя на 5 дней. На 1 день дай сюда. Другому у кого нет. И вот так, благодаря дружбе, голод в Калиновке не был, как такова. Рядом со строгими войнахами жили скромные немецкие женщины, которые после депортации лишились и своих мужей. Мужчин сразу же забрали в трудармию. Защитить их было некому. Было рукоприкладство представителей колхоза до нашего приезда. Особенно женщины, немки, были мужья в трудармии. И председатель, зампредседатель, бригадиры, помощники, это, кнутом, это сюда, это, в общем, беспорядок был. Отец поставил вопрос: немец баб работать с нами, бьешь, голову отрежем. Наш человек сидеть будет 25 лет. Председатель колхоза запретил бригадирам, помощникам, счетчикам не трогать. С того дня эти женщины рады были, что и работали вместе, дружно. Постепенно быт налаживался. Каждой семье выдали теленка и 5 овец. С продовольствием стало лучше. Люди работали и лелеяли надежду на светлое будущее. В 1957 году Башир Магометович переехал с родителями на станцию Зааяцкая. Работал учеником продавца. Через 5 лет встретил свою будущую жену, красавицу Лидию. Ее родители также были высланы в Казахстан. Она родилась уже здесь. Спустя 3 года молодая семья переехала в село Приреченко, где Башир Магометович долгие годы проработал председателем правления Аршалинского совхоза Рабкопа. У Башира Магометовича и Лидии Идрисовны родилось 9 детей, 4 сына и 5 дочерей. 1 сын живет с родителями, все дочери замужем. 3 сына женаты на казашке, русской и белорусской. В этой многонациональной семье 16 внуков и 9 правнуков. Башир Магометович говорит: жизнь сложилась, а выжить удалось только благодаря крепкой дружбе и поддержке казахского народа. Там на Терлакуле жил, и сеном, и степки обит. Отца друзья они были, потом они в Калиновку переехали. Едем на Забеловку, заезжаем, у них всегда кумыс, бешбармак. Встречали, и они когда приедут, отец встречал. Но потом они переехали жить, мы через день. Ну, каждый день почти вместе. Добрые люди были. Ну, в целом, как-то было вот это вот, вспоминается Новый год, по-старому Новый год, сеем, веем. Все готовились, дети придут. Надо вечером, конфетки тогда были, без заверток конфетки. С завертками мало, все соберут, дети пришли, так. Их, чтобы встретить. Теперь Рамадан, праздник, когда там Ураза. Все ходим 3 дня. Кормят нас, а так. Да, мы благодарны местное население, тем, особенно и казахам. Жили и казахи, и татары, и немцы. Мы благодарны. Мы до сих пор и дружим. Вот у нас ингушей говорят: правый сосед, он ближе, чем далекий брат. Раз у тебя корова упала в яму, правый сосед поможет тебе. Он рядом. Поэтому с соседями дети должны дружно жить. Так Аллах сказал. На вопрос, хотелось ли вернуться на родину в Северную Осетию, Башир Магометович отвечает однозначно. Там родственники просят: ну что не приезжаете, ну что вы тут, климат такой.
Ну так привыкли. Теперь у меня, конечно, в Калиновке там похоронен и дедушка, 2 сестры, 2 племянника, брат, внучки, 8 человек. Теперь я ехать уже, мне 80 лет. Куда ехать? Теперь будем устраиваться тихонько, ехать некуда. Вот так тихонько прожили. Теперь дети, они, значит, это тоже, наверное, хотят, поедут, хотят, нет, это их не дело. А я уже приехал, уже дома. Казахстанская земля стала настоящей родиной и для предпринимателя из Денисовского района Зураба Бязиева. Его предки были также вероломно высланы с Кавказа в Казахстан, как и тысячи других войнахов. Когда в вагонах, в скотовозах, можно сказать, когда они здесь выгружались на станциях, народ Казахстана, имея в самой семье по 7, по 8 человек, принимал их, делился последним. Поэтому ингуши и чеченцы очень благодарны Казахстану, и он стал родиной для многих, даже, как для многих, можно сказать, для всего народа, байнакского народа Казахстан стал родиной. В результате депортации на территорию Кустанайской области прибыли более 40 тысяч чеченцев и ингушей. Многие из тех, кто пережил дорогу, уже здесь умирали от истощения и болезней. Мною было решено, я был на кладбище, увидел, что есть могилы, просто стоят камни, искал фамилии, там было слишком много фамилий, и непонятно было, они там лежат или нет, и поэтому было мною принято решение поставить просто стелу общую. Здесь, в Тельманском сельском округе, в Антоновке, в поселке, и в Подгорном были поставлены 2 стелы. Эти стелы стали символом памяти и уважения тем войнахам, которые погибли от жестоких репрессий, тем горцам, которые нашли свое успокоение на благодатной казахской земле. Да, чтобы дети, внуки, чтобы это видели, я возил своих туда сыновей, чтобы они это видели, помнили, и чтобы они помнили, что народ Казахстана в такое трудное время принял наши народы и помог всем, что мог, делился последним, чем мог. И поэтому, я говорю, народ ингуши и чеченцы очень благодарны Казахстану и народу Казахстана, что в такую трудную минуту приютил и делился последним. Хотя было у самих очень такое тяжелое время в то время. Бауырға басқан үшін, даладай дархан пейілі, жанындай мөлдір аспан үшін, қам қала тонын кигізіп, ас суын алдан тосқан үшін, тіліміз бен дінімізді сақтап, қатарға қосқан үшін, ризамын қазақ халқына. Забезом усырду цуштесына да, Хосилду хавеза шлела шлелучу ойлаца ешса, Дахаран лехайца лехна салха ютуш гиласо, Кайла хайна кылыгы лехна суна гена велихо. Хайха яучулей юмоттан багда суна безарса, Баках ясух ешалата лайхила хабезама, Жир юховицва амал мухурду аску хаса, Хаисбеха хаза амал духурду асда гчура, Хайха яучулей юмоттан багда суна безарса, Баках ясух ешалата лайхила хабезама, Жир юховицва амал мухурду аску хаса, Хаисбеха хаза амал духурду асда гчура.
لا يخش دنيا من دو يرجينا حسابي يسوق بوخ الصحيدة قوى حرجينا هذا برقش ديلق يرش أحسا ويلا يحينا أسخم وخبيت سببيزة على سوق بيزر سام هاي غيو جلي ومتق بغداد سخونة بيزر سام دقاق يسوق يشلتا ليغي الله بيزة ما هجر يهوبيت سبقام بقردو أستو حزا إصبح خذا أمد دخرد أسدق جرا هاي غيو جلي متف بغداد سخونة بيزرسا دقاق يكسو بيشلتا ليغي الله بيزما هجر يهوبيت بأمل دخرد أستو حزا إصبح خذا أمد دخرد أسدق جرا جتخنا خير ومتشير سيخو وشقة صبحنا لخنا بخينا تونا سوا حيدا خارقين غطوي خرسونا بيولش ليلا خو ويبيزا مخدوغة تدولش حونا يولخش ليلا سو هاي غيو جلي متخ بغداد سخونة بيزرسا دقاق يسوق يشلتا ليخي الله بيزا ما هجر يهوبيت بأمل وقردو أستو حزا إصبح خذا أمد دخرد أسدق جرا هاي غيو جلي متخ بغداد سخونة بيزرسا دقاق يسوق يشلتا ليخي الله بيزا ما هجر يهوبيت بأمل وقردو أستو حزا إصبح خذا أمد دخرد أسدق جرا بغداد سخونة بيزرسا دقاق يكسوق يشلتا ليغي الله بيزما هجر يهوبيت بأمل وقردو أستو حسا إصبح خذا أمد دخردو أسدق جرا هاي غيو جلي متخ بغداد سخونة بيزرسا دقاق يكسوق يشلتا ليغي الله بيزما هجر يهوبيت بأمل وقردو أستو حسا إصبح خذا أمد دخردو أسدق جرا